Нормально, Дик, нормально, дудочек, нормально, да, все. Ау, бусобдинду. Хоутия кушу, амаре абозуде тия ба магдar дашу. Hakiki beştiya da magda daşu. Uy, uйчаре унядин биганизм из шокач. Та био ажвате на сизуча. Мируя хала фамилия босс. И знал бы обезас бо. Чаш, и тягу. И ту бара ука полный и чекш. Бусал буш. Как раз сун рез боч, чабеш. Каждый чун хатцаватас. Шунт эцахези ночи чо ишато ша ялин мариолш. Цареза. Шунт шавека бусал буш жаплошвек сун цареза, цоуду цареза. Полный обозоритель, ты, короче, ты бяхвел, паса, не, он... Чай, просмотришь, трансляцию, в Инстаграм, чай, о, кезк тау, ёкку мельца и слове просмотришь, и ешь, ашишь. Мекшер, лица арса. Луерзе, чего. Хазам, пармат, луерзе, от-Тирмизи бохш, имам от-Тирмизи, хадис тук, луерзе. Как только у девочки, короче, ну, ей исполняется 9 лет, она становится женщиной бохш. И хазион. Ду. O tak busab dinia. Рельмилор за фулеч вот дюцерис так busab dinia ищокач. На любое время, то есть до судного дня ищокач, и уже зудло шукита. Юде. Так представь, где им так чему вообще и с какой морали, инчоючо морали, типа. С какой морали это вот? Эскамеля, давай, эскамеля, Шиегали танастунг, дебач, уй, центральный. И чуя амелдяш хайна. Хамара люк субъективный, хайна гюк субъективный. Шадолом субъективный, дук признать это, давай, типа, царь акцент, муё хаян, типа, уэнте, а ё царь акцент, типа, ой, мильшту, ой, губо. А ты кто хилитам, окей, ладно, мы не правы, допустим, да, то есть мы в своем ошибаемся, наш Бог там, пускай будет так, но мы тут говорим про вашего Бога. То есть, шу дейло, уйцак, шу мораль, шу мадует справедливость, о, не он Бог, флилш. Шадек ялатом. Индали бяршоч кота мес. Шузидри бутон, шузидри бабоиш ха бэрцо. Аз дикту умадатста. Вала вайла азо датайру келерцо. Нормально он. Все паникуэл, короче. У меня сразу паникуэл. Уя. Аз бо. Особенно ахиц нормально дума бэр. Я худа ба вала вайла датавару казута. Давай جو paintball траха, пойдем на сетчур. Что хажаться вот так, да камерно. То и просмотришь, мялется трах, то на мялую сон хабой, там говоришь, что цены дебач 30 тысяч чисто на чеченском дебач 30 тысяч просмотришь, халка это уже. Представь, Легче это 108 да, короче, цамбата. 30 тысяч уже просмотров, что как YouTube. Имел бы аж вачу, Хазан, цинхахтер, цеделара, типа, вот, книг в Коране, цигама думасит сурня, вообще непонятный. Например, Ясин хубогду. Алиф лам мим хубогду. Каф хубогду. Нун хубогду. Це значение, як моя цанни хамацага. И буду так. 12 сур, второй аят, что Аллаху мабог, ша арбуай махтадайтан дин. То есть, чтобы вы лучше поняли Коран, типа, шун хубогду хайт. Так как так получается, что есть десятки сур, где вообще никто не знает, что значит, вот, когда сура начинается. Первые слова. Нун, что такое? Что это значит? Каф, что такое? Что это значит? Алиф лам мим, что значит? Там, знаешь, там в одном аяте два противоречия. Он говорит, что ясное писание на арабском, и получается в Коране есть неарабские слова, такие как Инджиль, и также есть неясные аяты. Получается, Есть, конечно, есть.
Из Бога, да, и только с Бог. Алиф лам мим губогду. Что это значит? Вот. И Ассаламу алейкум. Нун же это Валейкум вроде ассалам. рыба этот. Там говорил, что нун это рыба. Уалейкум ассалам. Они говорят, что это не рыба, там раздельное мнение, это, ну, типа, разные толкования. Типа, что истинное значение известно только Аллаху, они говорят. То есть мы не знаем. Так Ну, вопрос... типа при судном дне это раскроется. Да, А, при есть судном такое. дне, понятно. Да. Тогда мы что, на земле, исповедуя эту религию, мы не должны это знать, получается? Ну, определенные вещи, видимо, да. Есть аяты Мухаммад, а есть муташабихат. Муташабихат, Аллах только знает их смысл. Вот там в комментариях один пишет нун перо. Это типа этот. Он, может, я что-то не знаю. Я вообще не помню, чтобы нун перо там было. Это типа Аббаса есть два толкования. Ну, перо. Все толкования, где сказано перо, они недостоверны. Есть два толкования достоверные, где в одном толковании ибо Аббас говорит, что это просто буквы, а в другом достоверном от него же толковании говорит, что это рыба, на которой уложена земля. А перо, чернильница, это все недостоверно. Даже если так, есть достоверное мнение большинство Ахлю Сунна валь Джама ученых, что истинное значение известно только лишь Аллаху, там написано. Ну, конечно, они сегодня не такие тупые, как Мухаммед в 7 веке в пустыне. Они же понимают, что земля не на спине кита находится. Когда им это приводят, они сразу, отнекиваются. Но факт остается фактом. В 7 веке в своей этой пустыне все мусульмане в это верили. Потому что от самого лучшего толкователя дается такое толкование. От ученика и двоюродного брата Мухаммеда, который брал от него лично все это. Ну, а по исламу земля вообще круглая или какая она? Нет, ты что? Ну, шарообразная или какая она? На чем Там она? по-разному. Она Там на осле находится? Нет, там не по-разному. Если кто-то говорит по-разному, пусть ответит каждую треть ночи, как Аллах спускается на круглой земле. просто Даже если они там что-то найдут. там же в одном месте было написано то, что в форме страусиного яйца что-то. Нет, нету там в форме страусиного. Да, это Закир Найк придумал. Это не страусиное яйцо, а страусиное гнездо. В смысле того, что его плоско распростерли. Ага. Одно из Ну да. значений слова «да». Этот конченый чувак Закир взял и страусиное яйцо сделал. Цель пропаганды. Лисан аль-Араб там четко и ясно написано. Страусиное гнездо, а не яйцо. Угу. Фулейш тоже это загонял. Два было. Машалла. Ну, а что им еще делать? Сидя, да. Надо выдумывать что-то, понимаете? Да, что-то нового надо придумать. Здесь? Не, Здесь есть. не, но меня вот это убивает, знаете, вот это меня убивает. Иисус был мусульманином. Вот это меня еще просто меня убивает. Это. Типа вот наш пророк Иса, Иисус. Когда спрашиваешь, Моисей, где написано, Муса. что Иисус мусульманин, они говорят, нигде не написано. В Коране же не написано, что он был мусульманин. И в одном месте. Ну, не, ну понятно, Да. но он был иудеем. Но они же так Да, говорят. и еще, что они все были мусульманами. но они придумали такую вещь, называется фитра, то есть они вот эту ерунду придумали, то есть типа якобы Прометей, он уже родился мусульманином. Аристотель тоже был мусульманином. Не, ну каждый, Пифагор да, тоже был каждый родился мусульманином. мусульманином. Да, вот все были мусульманами. Только в конце они там, их родители, меняют их фитру, то есть естественность. А ты знаешь, как Просто как не мои появилась эта фитра? родители, а именно мой отец и поменял мою фитру. Веру в Бога на веру в Аллаха, гребаного Магомеда.
Вот эта фитра, знаете, как получилось? Что, короче, на вас он арабский язык хорошо не знал. Вы сейчас удивитесь, скажете, как это так, величайший, это как его, знаток, величайший, это как его, толкователь Корана не знал, как Толкователь. арабский язык. Да, арабский язык, я скажу, да, он не знал. Почему? Есть аят Корана. Он не понимал этот аят. То есть он читал книгу, короче, как бы сказать, он смотрел книгу, но видел фигу. То есть он не мог понять, о чем там речь идет. Я вам честно говорю. А, вот откуда это украли вы это, да? Пословицу, понял. Да, то есть он смотрел, не знал арабского? на эти... Сейчас, секунду. Вы сейчас, может быть, неправильно понять. Я говорю, Я вот просто ко не- мне сюда, это, я еще с этим, Абу Джафаром я это любил разговаривать. После этого, который я ему предоставил информацию, он после этого никогда меня не хвастался с арабским языком. То есть я говорю, хоть ты знаешь арабский язык превосходно, хоть он будет твоим родным языком, ты все равно Коран не сможешь понять. Ты арабского хорошо не знаешь. Ты не знаешь арабский коранский язык, можно так сказать. Так Почему? там 28-27 видов Корана. Слушай, есть вот это величайший толкователь Корана, есть один аят. Этот аят гласится так. Примерно говорю, не помню. Ну, примерно. Господь небес, или там, подожди, Господь неба и земли. То есть как-то там так было написано. Что Он является началом типа такого. Господь неба и земли, типа такого, да? Господь неба и земли. Что это Аллах является. И он размышлял над этим словом. И не мог понять, как его перевести или как его растолковать. Он не знает. Шел туда, сюда, по полю шел. И увидел, как два бедуина между собой дерутся за колодец. И он услышал... Машаллах. Да, подожди. И он услышал в этом разговоре такое слово. Я первый начал копать. И вот это «я первый», вот это слово он взял, поставил туда, и как-то получился, что фитра. Сейчас я это приведу, сейчас где-то у меня в папках есть, сейчас, секунду. Так и арабский это вообще самый же богатый язык в мире. Что как такое может быть? Не, меня знаете больше чего удивляет, что я обязан, если будучи мусульманином, я обязан учить язык бедуинов, чтобы читать читать свое священное писание, якобы. Вот это меня больше всего поражает. Типа, как человек, блядь, вот родился мусульманин, вот, допустим, он родился христианином, да? Это получается, что он должен учить и... Какой он? Иврит, получается? И арамейский, да? Там, по-моему, на арамейском и иврите. Но такого же нету. Почему у них есть такое? Да, смотри-ка. Сейчас я приведу. Сейчас вот. Ибн Аббас, да. Да вот, в Коране, Кстати- да, вот. Говори, брат, говори. Кстати, антихадис я нашел, где этот имам Шафи называет Абу Ханифу, короче, самым невежественным в сунне. Я знаю. И самым знаю. знающим в том, и самым знающим, то есть он его так называет. Что насчет вашего ученого, то он знающий в том, самый знающий в том, чего никогда не было и не будет. И самый не знающий, невежественный в сунне. Да, я знаю. Да, они его ненавидели. Да, у него какой-то свой у него был ислам. В Коране арабское слово фитра часто приводится как изначальное положение, естественное, сотворение или врожденной природой. Встречается в Коране и сборниках хадиса, а также в исламских юридических и теологических дискуссиях о человеческой природе и знании слова. Запомните о человеческой природе, а потом вам 10 вещей фитри относятся. То есть я вам позачитаю. Слова там встречаются в Коране 20 раз. Из них фатара, создать, образуется в течение, где-то 20 чем-то раз приводится. В Коране как 6 сура 79, там, ладно, не буду читать. Да, активное причастие в фитре встречается 6 раз, само фитра в Боге как Творца, то есть описание Бога как Творца, то есть
активное причастие в фитре встречается 6 раз в описании Бога как Творца. Аль-Фитра. Да, и здесь вот приводится 6 сура 14 аят. Да, вот это Бог небес и земли. В этом случае обозначается как фитра, что Бог является аль-фитра. То есть Он начало всего вот этого. То есть, да, небес и земли. То есть, естественно, это. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, не знал смысл выражения «творец неба и земли». То есть, когда он читал, то есть, когда он смотрел Коран, он видел там фигу, он не понимал смыслов «творец неба и земли». Пока однажды не встретил двух бедуинов, которые поспорили друг с другом из-за колодца. Один из них сказал своему товарищу Фатуртуху, короче, что-то такое. То есть я первый начал копать его. Единственное упоминание существования фитра в Коране тесно связано его и с истинной религией, короче, ну там дальше вот эти сказки мусульманские. То есть как понял, что вот эти слова, то есть, ну вот это значение фитра и все такое, то есть это, то есть величайший толкователь Корана не знал смысл Корана, то есть пока не увидел, как два бедуина между собой спорят, то есть за колодца. Сейчас я вам скажу, что такое фитра, само. Сейчас, секунду. Я скинул в чат насчет сотворения мира вообще в исламе. Да. Там угадал немножко. Смотрите, здесь идет, да, между ученые, ну, короче, там, сподвижники спорили, что вообще относится к фитре, потому что, естественно. Умар говорит так, о том, что посланник Аллаха сказал фитра, это, ну, что относится к фитре? Это постригание ногтей, укорачивание усов и сбривание волос лобка. Раз другое мнение почитаем, там между собой дерутся эти. Не, самое интересное, что ты пропустил? Обрезание. Да, обрезание тоже, да, брат, сейчас. Там 5 вещей. Сахих Бухари. Обрезание. Что женское, что мужское. Да. Ибн Аббас сказал, фитра, как очищение для постоянного скрытного подсказывается, да. Это не то. 5 вещей, да, вот фитре да, передается, что посланник Аллаха сказал, фитра является 5 вещей. Обрезание, сбривание волос лобка, это уже Сахих Муслим говорит, да. Сбривание волос лобка, укорачивание усов, постригание ногтей и выщипывание волос из подмышек. Это... Подожди, они Вопрос. выщипывали? Вопрос. Почему этот идиот ставит в одном ряду обрезание, вот это выщипывание волос из подмышки, лобковых, ногтей подстригания и усов, в одном ряду с ними обрезание. Обрезание женщины и мужчины. Если ногти, волосы – это мертвая ткань. Все, они мертвы, вот они вырастают, дальше уже идет мертвая ткань, она умерла, там нету нервов. А когда делаешь обрезание, это живая ткань с тысячами нервных клеток, выполняющих огромные защитные функции.
Каким образом этот идиот сравнивает обрезание живой плоти с обрезанием волос, с отрезанием волос, мертвых тканей? И говорит, что это естественная фитра. Братан, Ни один мусульманин до сих пор не ответил мне. да, этот идиот еще знаешь, что сказал? Не 5, вот смотри-ка, в многих достоверных хадисах говорится о 5 вещей, которые относятся к фитре. И вдруг это Суння Аби Дауда приводится о 10 видах фитры. Это номер хадиса 52. Сообщается, что Айша сказала, посланник Аллаха сказал, 10 вещей относятся к фитре. Послушай, брат. Постригание усов, отращивание бороды, использование зубочистки, промывание носа водою, подстригать ногтей, промывать между пальцами, выщипывание волос из подмышек, сбривание волос с лобка и подмываться водою. 10. Машаллах. Брат, запомни вот это. Закария, а вот, это, наверное, это Мухаммед, Абу Закария друг был. Закария сказал, Мусаб сказал, и я забыл 10, но возможно, что это про полоскание рта. Вопрос. Это достоверный хадис. Почему вы передаете этот хадис от того, кто забывает, у него слабая память? Почему вы приняли его мнение? Здесь написано, и я забыл 10, но возможно, это полоскание рта. Шейх Альбани сказал достоверный хадис. Оказывается, полоска рот, там все такие движения, то есть. Можно я зачитаю там, ну, есть небольшое противоречие просто в хадисах. Давай. Можно? Там, если я где-то ошибаюсь, вы более знающие, поправляйте, пожалуйста. Так, вот хадис Ханабаль 4, 310, 311. Наш пророк сказал, никогда не используйте ни шкуру, ни жилы умершего животного. Так, хадис Бухари 72:30. Наш пророк сказал, шкура после обработки становится чистой, потом он увидел мертвого барана и сказал, используйте его шкуру. Так, ну тут лайтовый хадис Ханабаль 1.71. Так, как-то пророк лежал у себя дома, и у него были приоткрыты голени. Абу Бакр попросил его войти в дом, и пророк разрешил ему войти, не меняя своего положения. И Омар также попросил войти, и ему также пророк позволил войти. Так, вот. Неси 5, 56, 179. Пророк повстречал как-то одного из асхабов, у которого голени были видны из-под накидки. И пророк сказал ему, укрой свою голень. Голень также относится к аврату. Так, хадис. Аллаха голени же будет видеть. Будем же видеть. Не, а тут же ничего. Не, ну а почему наоборот же голени же могут быть приоткрыты? Почему он ему сказал, что они должны быть закрыты? Представь, Мухаммед подходит, говорит Аллаху, голени свои прикрой. Не, типа по исламу же разрешено, типа, если я не ошибаюсь, чтобы голени были приоткрыты. Главное, чтобы колени были закрыты. Ну, ладно. Ну, мужчины, да, Типа, это так. ну да, это про мужчин. Ну тут же про Почему вот в наших кавказских странах, да, вот шорты нельзя одевать? Вот почему? Вот для чего это вот вообще? Ну, это тут религия, бро, это религия повлияла. Я люблю шорты. Знаешь, это как свобода. Нет, по религии можно в шортах выше пупка бюст показывать, но голени ниже колен показывать можно. Это не религия, это просто там мы волосатые, а чувак там с волосами, короче, ходит это как-то. Ноги там все волосатые, как обезьяна, короче, некрасиво. Может быть, да.
Не, ну тут он же своему асхабу говорит, прикрой свои голени. Нет, может быть, где-то по какой-то причине и говорит, но по исламу можно показывать. М. Ну если типа девушки даже будут идти все равно, правильно я понимаю? Мимо проходить или они в доме будут находиться. Да неважно, мужчина может с открытым бюстом ходить без проблем. И голени ниже колен. Шорты можно. Антихадис, а ты как считаешь, вообще христианство это мирная религия? Ну, по Библии там. Ну, найди что-то немирное. Что-то не мирное? Ты вообще читал Библию? Ты ее открывал хоть раз в жизни? Из авраамических религий самая мирная. Прошу тебя, я тебя прошу, это наша фишка, брат. Оставь. Не читал. Не читал. Куратор, а ты иудей, куратор? Подожди секунду. Подожди. Не, ну ты иудей, Я тебя пожалуйста, просто ответь, ты иудей, я Мухаммад, прошу тебя, это мой ахи. Я тебя прошу, брат, оставь его мне. Я не иудей. Да, это как его там? Я не читал Библию, брат. Да, это видно, что ты не читал, потому что вот я начал читать, я не могу понять, где здесь что-то хорошее. Не геноцид. Я с Где тобой здесь помню. Да, брат. А что ты там прочитал? Расскажи мне. Прочитал, как Бог Да. создает людей, как Он их ненавидит, как Он их убивает, как Он говорит, что Он их презирает. Нет, ты должен, вот если ты говоришь, такие тезисы поставил, ты, наверное, Библию читал, ты знаешь, почему? Библию Антона Лавея прочитал. Или Закира Ты Найкова. сатанинскую Библию читаешь, братан. Сатанинскую Библию, вы что, сейчас угораете? Да, угораю я. Такие тезисы сказал, я не должен тебе доверять, то есть ты должен предоставить факты, братан. Вот ты пришел с таким заявлением. Банально самое первое. Это потоп. Все. Банально самое первое. Это потоп, где Бог заявляет, что Он ненавидит людей, что Он их презирает. что Где, Он хочет- пожалуйста, еще раз, вот здесь остановись. Покажи мне, где Бог сказал, я потопил людей, потому что я их ненавидел. Пожалуйста, я жду этот стих. Хорошо. Я прямо сейчас достаю Библию. Прямо сейчас открываю ее. Открываю, Прямо где сейчас. написано, что Бог сказал, я ненавижу свое творение. За то, что я их создал, поэтому я их погубляю. Что, вот нашел Пожалуйста. прямо сейчас. И раскаялся Господь, что создал человека на земле. И воскорбил в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. А человек, скотов и гадов, и птиц небесных истреблю. Ибо я раскаялся, что создал. Ага. А ты можешь еще сверху прочитать? Можно, пожалуйста? Сверху прочитать. Подожди, не И вмешивайся, увидел Господь, Мухаммед. Все, хорошо. Ага. И увидел Что Господь увидел? Бог, что... Да я тебя читаю, блядь, можешь не перебивать. И увидел Господь Бог, Не что... матерись. Если разговариваешь, не матерись. А что увидел Бог? велико развращение человеков на земле, что все мысли... Еще можешь еще сверху прочитать, еще чуть-чуть сверху прочитать. В то время были на земле исполины, особенно же с того же времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильнее и издревле славные люди. Читай дальше. Что читать? Дальше читай, дальше, что ты остановился? Дальше продолжай. И увидел Господь... Я уже это читал. Дальше то, что я тебе Не, уже читал. дальше читай. Вот мы сейчас весь контекст прочитаем с тобой. Дальше читай. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло, и во всякое время и раскался Господь, что создал человека на земле. Вот, все дальше читать, то, что я читал. Дальше читай, брат, читай дальше. Ну, подожди, ты говоришь, что ты не читал Библию, что ты хочешь найти? Подожди, И- я с тобой сейчас читаю Библию, брат. Я хочу И знать, раскаялся что там Господь, что создал контекст. человека на земле, воскорбил в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, а человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю. И Бля рассказывал, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Ага. Почему он обрел благодать перед очами Бога? Нет, ты что смеешься? Я не могу понять. Слово смешное, блядь. Теперь ты остановись. Смотри. Да. Видел, когда ты вот контекст прочитал, как красиво звучит? Бог
сотворил Адама и Еву по образу, Бог сотворил Адама по образу и подобию своему. И Бог сказал, Ну, там немного не хорошо, так, там немного не так. Там говорится, возьми, что... хорошо, открывай, когда человека Бог творил. Открывай Бытие 1 главу. 2 глава, по памяти. Во-первых, тут Бог не один, тут богов Как много. Бог, Искал. когда Бог творил землю, что Он говорил? Знаешь? Что он говорил? Давай прочитай. Весьма хорошо. Да соберется вода, которая под небом, и что мне читать? Читай. Мы говорим с тобой о Библии. Да Не соберется материтесь. под небом в одно место, и да явится суши. И стало так, ибо собралась вода под небом, в свои места явилась суша. Что здесь... Дальше читай. Что говорит Бог? И увидел Бог весьма хорошо. И увидел, что это хорошо, и сказал, да произрастит земля землю. И теперь что запомни, когда Бог каждое творение, подождите, ребята, когда Бог каждое творение творил, Он говорил весьма хорошо. Бог создал человека без каких-то... то есть Он был рад. То есть Он говорит весьма хорошо. Вопрос. Вот еще, Когда еще мы с тобой вопрос. доходим до Ноя, когда мы доходим... Эй, пахан, подожди, ты тоже не вмешивайся. Когда... Все, он умер. Смотри, когда мы читали только что с тобою, это, по-моему, какая, 3-я или 4-я, я не знаю. То есть, когда мы читали про Ноя, там было сказано как? «И увидел Господь, что земля развратилась, и мысли человека были пагубные, что уже друг друга убивали, творили зло, насиловали и делали много мерзостью. И Господь услышал», там, если ты еще сверху прочитаешь следующую, да, не следующую, а предыдущую главу, Господь услышал с земли, как доносится вопль чей? Вопль тех, кто страдал от людей. И Господь сказал, что я разрушу этот мир. Но Он оставил 8 душ. То есть Бог не был разочарован в людях. Если бы Он разочарован был в людях, то на работе, то Он бы убил бы... Подожди, я правильно понял? Люди начали заниматься тем, что занимается Бог, тем же абсолютно самым, и он расстроился, что кому-то можно, а кому-то нельзя. Хорошо, слушай, чем занимается Бог? Геноцидом, жестокостями, заставляет отцов убивать своих детей, например, банально. Где? Вот ты сейчас, смотри-ка, ты сейчас как мусульманин, вот на мусульмане вот от вас тезис. Какой мусульманин? Ты чего угораешь, не мусульманин? Тезисы, да. Если ты не знаешь контекст Библии, то есть это не моя вина, брат. Только что ты... Контекст Библии не знаю. Ты говоришь, что ты вообще Библию не читал. До этого ты сказал, что Бог уничтожает народы и делает несправедливость. Я сказал, где? Ты приводишь мне... Я не говорю, что он делает несправедливость. Ты берешь, подожди, ты берешь пример Ноев ковчег. Я говорю, прочитай. Ты взял мне одну стих прочитал, где Бог раскаялся. Но ты не прочитал, что было до этого написано. Почему? Ты нам не сказал, почему Бог уничтожил людей Ноя, можно так сказать, во времена Ноя. Я могу тебе объяснить, это не сказал. Это сделал, могу тебе объяснить. Причина того уничтожения первого мира. Причина, потому что он сделал неидеальных людей и сам на это обиделся. Может, тебя получали. Хадис, можно вопрос задать тебе? Да, можно. Можно я Фантому проясню один В чем момент? проблема, не могу понять. Сам сделал, сам убил. В чем проблема? Есть проблема. Можно прояснить ее немножко? Фантом. Куда он ушел? На работе, ребята, говорите, не слышу. Говорите. Просто хотелось бы Фантому прояснить, раз у него вопросы такие появляются. Дело в том, что сперва стоит читать Новый Завет, потому что без него понять Ветхий Завет очень тяжело современному человеку.
у нас немножко другое представление обо всем. Но Новый Завет проясняет, дает ключ к пониманию Ветхого Завета, говоря о Ветхом Завете, что это дано нам как образы для того, чтобы мы не были быстры на зло. То есть показывается нам, что Бог сотворил совершенный мир, но зло вошло в него через грехопадение, и после этого зло очень быстро умножается, просто уничтожая человечество. И чтобы оно полностью не уничтожило человечество, вот Богу приходилось вмешиваться потопом, а потом дальше он показывает, насколько грех отвратителен, насколько он разрушителен. Даже, брат, даже если ты будешь контекст читать, ты поймешь, как размышляющий человек, у которого есть логика, он понимает, Бог уничтожил этот народ, потому что они делали мерзость в этом мире. Поэтому, Давид, ты здесь, брат? Хочешь на таком Библию поговорить, брат? Я могу пообщаться, если нужно, если ты занят, тебя подменить, скажем Ну, так. давай я спрошу тебя, пан. Подожди, Реал, дай с атеистом поговорить. Вот этот, братан. Real подкаст, ты с кем поговорить? Я задам тебе вопрос? Реал, иди отдыхай. Вот с этим поговори. Куратор, да, давай поговорим. Я, правда, буду отвечать больше согласно иудаизму, но если тебя это не... Или ты, Почему меня во время диалога кикают? Вот мне чисто интересно. Это я не могу сказать тебе. Я не главный админ здесь. Потому что ты богохульствуешь, не богохульствуй. Куратор, я тебя приветствую. В чем у тебя вопрос заключается по Библии? По Библии. То есть, мне сказали такой тезис, что религия, именно Библия, это миролюбивая книжка. А я вот начал читать Ветхий Завет, я уже не понимаю, когда закончится геноцид людей, убийство, насилие, когда уже начнется что-то хорошее. Вот мне чисто интересно в Библии, когда это начинается? Что ты имеешь в виду, геноцид? Ты сам читал эти события или ты просто там... Мы сейчас читали это прямо на стриме. Ты про потоп? Да, я про все, про то, что Бог заставляет убивать отцов своих детей. Я про много что могу упомянуть. Где Бог заставляет? Так там же нету геноцида. Геноцид это что такое, знаешь? Что такое убийство людей? Что такое геноцид? Нет, геноцид. Ты же используешь слово геноцид. Что такое геноцид? Убийство людей. Массовое. Нет. Убийство людей по генетическому признаку. Геноцид. Убивают людей из-за того, что у них вот такой ген. Например, чеченский этнический ген. Всех чеченцев убивают просто потому, что он чеченец. Либо еврея убивают просто потому, что он еврей. Без каких-либо причин. Это называется геноцидом. Прометей, а это ты популярный в ТикТоке, тебя постоянно вижу? Ну да. Или ты его нарезчик? Не, это он. Это он. Это реально он? Охренеть. А вот у меня тогда такой вопрос. А почему ты стримишь с неадекватом Каляка, который берет плохие вещи, например, с Кораном делает? Это тип вообще полностью неадекватен. Абсолютно. Просто ты, походу, мусульманин, я правильно понимаю? Нет, я не мусульманин. Но я не считаю, Скажи что... тогда, Нет, Мухаммад, почему я с ним делаю стрим? Во-первых, это обычная блогерская практика. Когда блогеры, которые имеют популярность, коллаборируют. Во-вторых, я не вижу никаких проблем в том, что он свои яйца трет об Коран или еще что-то делает. Я вижу проблем, которые в самом Коране и в последователях, которые читают этот Коран, не просто где-то у себя в комнате просто яйца свои протирают какой-то книгой, а идут
взрываются, порабощают, убивают, детей делают рабами, женщин делают секс-наложницами на протяжении 1400 лет. Что эти арабы до Кавказа в 7 веке как дошли, как они женщин увозили в свои пустыни, как огромное количество славян, греков, армян они геноцидили, 200 миллионов индусов уничтожили, вырезали. Меня больше эта проблема волнует, чем то, что там где-то чувак у себя в комнате за свои деньги купил какую-то книгу и яйца протирает. Мне на это наплевать. Ну вот смотри, Патер, например, в Коране скажи, написано что «не убей». Мухаммад педофил. Мухаммед Назови, педофил, скажи. это факт, что он педофил. Но сама суть-то не в этом. То, что, например, в Коране написано «не убей», «не ударь человека по лицу». А люди берут, убивают людей. Это не проблема ж Корана, если так подумать. Как раз таки в Коране это написано «убей». Либо будут платить дань. Не то, что убей, а рубите им конечности. Руки и ноги накрест. Там не было Ты что, конечностей. ты со мной будешь про Коран говорить? Ты серьезно? Да вы... Ты со мной про Коран собрался говорить? Подожди, давай нормально пообщаемся. Он не понимает, о чем речь. Я смотрел твой стрим. Я тебе еще раз говорю, в Коране не просто убей сказано, а рубите им конечности. Крест-накрест. Что ты говоришь, нету там? Есть там такого? Читай давай нормально внимательно. пообщаемся, просветишь меня. Просто ты, когда стримил с Калякой, ты назвал ему аяты и хадисы определенные. Он их еще потом озвучивал. И я не помню, что в этих хадисах, аятах, которые вы постоянно называете, было там «рубите конечности», «крест-накрест». Просто давай спокойно пообщаемся. Расскажи мне, объясни, я же не хочу Причем тебя тут проверить. Каляки? Я что, думаешь, Каляки весь Коран прочитал там, что ли? Я не пойму. Ну вы постоянно одни и те же суры, аяты повторяете. Ой, какой он Кто глупый, тебе какой сказал, что я одни и те же суры, аяты повторяю? Убийство христиан и иудеев, вы постоянно одни и те же суры, аяты называете. Извините, можно сказать? Я извиняюсь, что вас перебью. Вот, Бхармат, то, что ты говоришь, это, я извиняюсь на «ты», вот, это правда, потому что буквально позавчера был теракт, совершенный именно что мусульманинам, суннитам. В Берлине прямо сделали теракт. Был как бы фестиваль, вот ЛГБТ, нет, как-то он назывался, City Dance, там что-то такое. И вот эти сексуальные меньшинства, как бы все собрались, и был большой концерт. Они как бы маршем прошлись по каким-то улицам. И вот, и напоследок, когда вот эта вся толпа была, собралась, и они смотрели концерт, что ли, или маршем шли, просто на машине он влетел в эту толпу, вышел с машины с этим режущим предметом и начал направо-налево, кидаться на людей, резать их. Представляете? После чего он скрылся, и его на Шпандау нашли в каком-то здании, он прятался в доме. И когда его нашли, обнаружили тоже, кстати, он сдал ответку правоохранительным органам, стражам, защитникам порядка. И там был убит, да. Вот это было буквально позавчера. И об этом и говорит сейчас Бхармат, то, что именно что религия ислам призывает к этому. А ты думаешь, он читал Коран? Он интересовался... Это был араб, который был почитал Библию и пошел. Почитал Библию и решил это сделать. Нет, он не читал Коран. Нет, он вообще ислам не знал. Он просто христианского попа наслушался и пошел, проехался на машине по толпе, блин. Подождите, ребят, там... ТикТоку сейчас это гуляет. Если бы Бхармат, конечно, подписался на меня, я бы много ему роликов выслала. Или же, я не знаю, можно в Телеграм это высылать. Потому что потому что я это гуглила, это ко мне вот постоянно, да, выходит то, что вот блогеры, то, что там кто присутствовал, то, что по новостям это все рассказывается. Ну, Как бы даже, например... И сказано, что это именно что беженец из шариатской страны. Вы, наверное, не в курсе, это всего лишь один случай. Я об этих случаях
сотнями, собираю в одно видео и уже несколько десятков видео сделал. Это национальный спорт такой, вы, наверное, впервые это услышали. На машинах проезжать по ярмаркам христианским, рождественским. У них национальный спорт такой, и они это периодически делают, в год по 10, по 20 раз, по детям, по женщинам проезжают. Именно прочитав Коран, именно прочитав хадисы и делают это. И еще я являюсь сама вот непосредственно жертвой того, что вот когда вот этот ваххабизм у нас в Дагестане начал процветать, он появился, да, и именно вот эти моих двух родных сестер, нас было 3 сестры, как бы я самая младшая была, они просто расстреляли их. Вы представляете, 4 мужика, полностью вооруженные автоматами, превратили моих сестер в сито. Вот реально, я их купала, омывала, хоронила. Ну, это просто невозможно. Как может... И они вот бородатые исламисты, мусульмане, которые за джихад топят. Как может вот взрослый мужчина, вооруженный, напасть на беззащитную женщину, которая не может даже себя защитить, не то что там... Так они не мужчины, они поклонители бедуинов. Да, ну, извини меня, а вы знаете, что в этом моменте... большая часть Дагестана, Махачкалы, да, и нашего, вот эти все мусульмане сказали, ну да, твои сестры как бы далеки были от религии, от ислама, они очень там, они одевали футболочки, маечки на бретелках, да, и в джинсиках ходили, джинсы, ни жопа, ничего не открыто было, но при этом для них это оказалось достаточным фактором того, что их можно убить. А то, что у них остались дети, им было наплевать. И самое главное, знаете что? 2 из них, вот кто оттуда уже сбежал, они находятся здесь, в Берлине. И мне их показали, сказали, вот этот и этот человек, они там присутствовали, когда твоих сестер убивают. Ну а что мне им подойти и сказать? Стоят вот такие взрослые амбалы, мужики под 150 килограммов весу, с такими бородами до пупка. Такие братья-мусульмане, вот их тоже окружают другие, стоят на Гезуне и общаются с другими. Что мне к нему подойти и сказать, почему ты мою сестру убил? У него своя идеология в голове. Никто ему не докажет, что он сделал плохо. Для него он очистил землю от вот нечистых, неверных. Вот, пожалуйста, и это мусульмане делают. Вот именно начитавшись этого же Корана. Вот ты говоришь, какие суры призывают. Есть прямые суры, которые призывают к этому. Ладно, я хочу... По исламу ЛГБТшник, наказание ЛГБТшникам по исламу, оно однозначное и единогласное. Найти самое высокое здание в городе, скинуть с него, а потом добить внизу камнями. Машаллах. Ну, что-то они, знаете, от этого что-то отошли чуть-чуть. Как-то на машине это, может, сейчас новое, как-то поменяли это, они варианты какие-то. Не, ну в Иране же сколько этих есть. Здесь вот под ником М ты меня просил тебя поднять, что ты ответишь. За ислам, не ислам, там. М, отвечай. Или тебя заменим кем-нибудь. Давайте я спущусь. Да нету, все, он ушел. Извините, просто ваши мы были, я выключил, извините. Не-не, можете не спускаться. Вот здесь М стоит, вот у него, видите, на аватарке машины. Он хотел... Он в чате писал, что я отвечу там. Меня поднимите, меня поднимите. М, будешь общаться? Он спит, походу. Убирай его. Знаете, вот это еще пропаганда. Ну, я могу задать еще Это вопросы. самая мирная религия в мире, вы знали? Аборигены, блядь. Когда... Ислам – это единственная религия в мире, где в Коране самом сказано слово «террор». На арабском. Англоязычный Коран перевод, если возьмете, там будет на английском переводе стоять слово «террор». Да-да, я, кстати, проверил. И по переводчику тоже, когда вбиваешь, тоже выскакивает это слово.
на английском. И еще есть такой момент, вот как я к вам начала заходить, с вами там общаться, все такое, и тут есть у нас один такой мусульманин, вот, муслим такой, да, брат. И я начала вот про Айшу задавать ему вопросы и как бы по фактам ему раскидывать это все. Он это принимает, что да, она была маленькая, да. И он говорит, он же не как зверь, говорит, на нее напал, говорит. Он, говорит, ну, как говорит, приучал, говорит, ее к себе. Я говорю, нет, там сказано было, что он пришел, говорит, и там уже переспал с ним. Ну, он же не как зверь, говорит, это, говорит, кинулся на нее, говорит. Ну, он это аккуратно. Я говорю, подожди, говорю. А это что хочешь сказать, сколько тебе сейчас лет, говорю? Он говорит, ну, мне 39, ну, 40, говорит. Я говорю, ты 40-летний мужик, говорю. Теперь, говорю, возьми рядом, поставь 9-летнего ребенка. Как, говорю, ты должен, говорю, к ней подойти, говорю, не как зверь, да, ну, каким образом, говорю, чтобы ты ее не покалечил, говорю, при том, что, говорю, твое тело сформировано, ты уже взрослый мужчина, твое тело с ее телом не совмещается. А что ты, говорит, на цыган, говорит, не посмотришь? Я говорю, цыгане вообще нету проблем. Цыгане женятся маленькими, так на маленьких. Они, жених, невеста маленькие бывают, говорю. У них нету, что взрослый мужик, говорю, на маленьком ребенке женился. Это раз. И после этого они мне прямо сказал он, ты, говорит, смотри, говорит, ты такие, говорит, кафирские, говорит, от шайтанов, говорит, у тебя вопросы, говорит, у тебя, говорит, наверное, джинны, говорит, внутри. И, говорит, смотри, говорит, ты, говорит, добьешься, говорит, того, что, говорит, тебе просто, говорит, сейчас горло, говорит, могут перерезать. Я говорю, это, говорю, угроза, говорю, сейчас была, говорю, или что? Нет, говорит, ты либо вернись, говорит, в религию, говорит, и ты должна принять ее, какая она есть. Либо, говорит, как, говорит, у нас в исламе, говорит, ну, заведено, от уха до уха, говорит, горло, говорит, перерезают. Это вот, Девушка, это мне это говорит очень взрослый опасно. мужчина, который находится тоже здесь, в Берлине. Я вообще была в шоке, честно сказать. Потому что я начала ему по фактам задавать вопросы, которые вот, ну, по всем утверждениям говорится, что это ненормально. Но это за то, что он не может на это ответы дать, он сказал, что смотри, ходи, типа, оборачивайся. Таким людям не объяснить такие факты. Они вовсе их не принимают. Им нужно объяснять силой, по-другому никак. Им уже вбили это с малых лет, что такое мусульманство. Они очень Что бы вы им ни говорили, они будут очень действовать подменяют. так, как им уже сказали. Нет, а я вам так скажу, этот человек под себя очень хорошо подминает эту религию. Так как у него есть семья, дети, но при этом, при всем, когда он семью там оставит, сюда приезжает, этот человек и, ну, здесь в поисках, да, новой семьи. Но при этом он говорит, это тайный брак. Тайный брак можно, говорит, как бы никто не должен знать. Тайный брак – это временный брак, даже. А временный брак, он разве разрешен? Это как бы, ну, Не обязательно. Поведение как бы. Не обязательно временно. Если тайный, то временный. В ханафитском масхабе, допустим, тайный никак разрешен. Он разрешен. А если ты даже Но при этом, при всем, он создал себе открытую, Временный раскрытую, брак, очень ты- раскрепощенную жену. Временный брак был разрешен Мухаммедом 19 лет. И только в день Хайбара, за 3 года до своей смерти, он отменил вот это. Ну, не временный брак, это красивое слово, они всегда придумывают. Проституция. Да. Прометей, но шииты доказывают, что Мухаммед ничего не отменял, это Умар отменил. Ну, довод очень. Харма, они правда могли обмениться своими женами? Ребята, всем привет. Я насчет этого, я не в курсе. Это Локи постоянно говорит, я не знаю, я не видел такого, не разбирался. Но я знаю, что они Сахих Бухари приводится, где один сподвижник завел домой себе другого сподвижника, показал своих 2 жен и сказал ему, выбирай, какую хочешь, я отдам тебе ее. Такое они делали. Меня слышно? Я тебя слышу. Слышно, братан, слышно. Ребята, не знаю, который раз говорю, всем шалом. Привет.
Салам. Шалом, ахи. Шалом, ва алейкум ассалам. Шалом, шаббат шалом. Хармат, я сейчас временно перестал быть безбородым мальчиком, поэтому подожди немного, когда снова буду безбородым, я обязательно дам знать. Кстати, антихадис, братец, Чувак, ты мне зачем? Мне вообще по барабану, бородый, безбородый. Мне зачем это говоришь? Мусульман. Для меня мужчина это мужчина, есть борода у него или нет. Женщина это женщина. слушай, а кто это, хадис, братец, кто это? Фанов Раби? Это мой брат, Яхуд брат. Это я, которого сильно уважаю. Он мой брателло. Мы в Телеграме с ним что творили. Это мой родной, я могу сказать. Мы вот столько с ним, мы столько с ним общаемся, да, вот в Телеграме. Это я. Я понял. Так, Это я сейчас дело. здесь сделаю парочку слов вот этому персонажу, не ваше дело. Слушай, если тебе противно здесь, зачем ты здесь? Прометей самый противный человек в ТикТоке. Погоди, тебе сказали подняться, а ты струсил. Трусишь, то есть просто на диване пердишь. И все? Смотрите, то есть моим братом Яхудом, который мы с Телеграма столько с ним вот разговаривали, да, вот мы столько там делали, то есть вот никогда вот мы с ним никогда вот на тему христианства и иудаизма никогда вот на даже тема не поднималась. Мы всегда очень хорошо, дружно, а если какие-нибудь вопросы у нас возникали, он у меня спрашивал, я у него спрашивал, и нормально, то есть у нас было шикарно. Мы друг друга очень Да, сильно. я смысла не вижу эту тему поднимать, потому что... То же самое же, брат, то же самое. Если что, Ну привет, да, то есть... Если что, привет, фан оф Раби. Не знаю, знакомы или нет, но здорово. Здорово, здорово. Ну, я не знаю, если ты в Телеграме сидел, брат, может быть и знакомы. Я редко в Телеграме сижу. Ну, я раньше, вот, допустим, 5 лет назад. Я еще с конца 19-го года в Телеграме. Не, брат, нет, тогда мы не знакомы. Я Петр, христианин, православный. Будем знакомы. Прима. Кстати, у меня вопрос теперь, Покемон. Ты сказал то, что пророк Мухаммед отличался от других людей. Чем? У него 2 хуя было. Осуждаю. 2 меньше. Простой. Извиняюсь, я просто понять не могу. Погодите, я просто понять не могу. Откуда У вы него было берете 3, реально вот брат. это вот... Я извиняюсь, брат. Я и понять не могу, откуда вы берете реально вот эти вот... Блин, он был другим. В смысле, чем отличался? Можешь, пожалуйста, ответить? Хорошим, да. У него был летающий ослик. Вот это достижение. Блин, я хочу понять, у него какое-то другое перестроение органов было, 3 ноги или что? Нет, Можешь, он был пожалуйста, просто ответить? У него была сила, сколько там мужчин там было. А вы разве не знали? Ему была дана сила. Да, знаю. Так чем он отличался? Можешь, пожалуйста, сказать? Если чем-то физически отличался, я готов выслушать. Но при Если этом, чем-то морально... при всем говорится еще о том, что были некоторые жены, которые его годами не видели. Вот реально он к ним даже не подходил годами. А к ним эти заходили, странствующие. Он просто был психически нездоровым. Вот этим он отличался от других. Его сделали Айного святым. Бога, ребята, это нужна голова, чтобы придумать такую религию и заставить, чтобы своих жен ему отдавали. То есть, ты представляешь, как он был мастер? О чем говорите, ребята? Я уже говорил, знаешь, сам... Они готовы были пить его мочу, брат.
О чем говорю? Понимаешь? Мастер на все руки, брат. Хадис, братец, ты понимаешь, я уже говорил то, что самое глупое это не то, что он смог все-таки как-то такое выдвинуть и додуматься до этого. Самое глупое это то, что за ним следуют и этому верят. Ну, такой народ. Потому что это дело не рук человека. Ты понимаешь? А чьи? Ну, Ну, понимаешь? сатаны, конечно же. Ага. Ты понимаешь то, что сказано? Не надо использовать мозги, и все. Они прям так и делают. Ну, что за бред? Ну, реально, может быть, они хотя бы хоть стоили бы посмотреть им, типа, альтернативы, какие-нибудь еще другие варианты по типу, даже даже буддизм более нормальным кажется в плане Зачем? морали. Давид, ты нежели в лайфе сидишь, брат? Людям уже дали с самого начала Дебатов? религию. Они не будут смотреть по сторонам. Они же рабы. Это овцы. Ты овце сказал, что надо делать, она пойдет, это будет делать. Не, блин, реально, вот когда им говорят, это самая добрая, мирная религия, они прям так и кричат, Они с верят? ножами в руках бегают, мы самая добрая, мирная религия. Да. Потому что они думают, что это во славу Аллаха, понимаешь? Они Если думают, ты не что они веришь, делают мы правильно. отрубим тебе кое-что. Вот не верю, вот не Они верю. думают, что они очищают этот мир от плохого, от неверных, а они сами самые верные. Они так рассуждают. Фриман, братец, привет. Предлагаешь их оправдывать по этому поводу? Нет, конечно, их надо сжигать. Ну, правильно. Не, блин, понимаешь, вот я насчет того, что вот их поступков, мне, знаешь, надоело реагировать так, как-то по типу повышать голос или так далее. Повышать Всех вот это приветствую, антиджихадисты. Как вы? Здорово, Даджаль, здорово. Даджаль. Мусульманство для этого и было придумано ради манипулирования большими народами. Понимаешь, вот Не, брат, мусульманство было придумано для того, чтобы законно можно было плениться. Туда-сюда, ну ты понял. Как они это любят. Да На не, воле это Аллаха. религия ассимиляции. А я Понимаете? думал, ислам был придуман, чтобы мы потом в 26-м году от скуки не умирали в ТикТоке, угорали с него. Кстати, да, тоже. Не, ну, смотри, для этого тоже, да. Спасибо пророку Мухаеду и его 6-летней женушке, которая раскрыла перед ним ноги. Машаллах. в основном религия, знаешь, типа телесная, это похотливая религия. Если не захотел мне дать твою жену, Машаллах, я машаллах. тебя сейчас зарежу, короче. Ну, что-то в этом роде. Кстати, как вы думаете, кто у меня на аватарке? Это наш самый лучший пророк после Мухаммеда Даджаль. Нет, это Мухаммад, саллаху вассалам, PDF файл, и Аиша. Аиша вообще красотка. Машаллах. Аиша самая достойная девушка на всем Аравийском полуострове. 6 лет, Самая порядочная. 6 лет была самой порядочной. А где... Никому ни разу не давала. Ты приколи, у нее она настолько порядочная, что у нее даже менструации не было. Даже менструация не нужна была, брат. Где ты еще такое увидишь? Это же чудо Аллаха. Христианство было придумано ради того, Сиськи что третьего так же, размера как и 6 лет. Это чудо мусульманство, Аллаха. просто христиане оказались мягкие, ну, то есть там русские и так далее. Они слишком мягкие для истребления народов, а кавказцы, они более жестокие. Русские мягкие, Я ты лично серьезно об христиан. этом? Я, брат, лично Подожди, христианин, я не подожди, Ты йоу. серьезно говоришь, что русские... Покемон Go. Йоу, Покемон Go. Русские нам не понял. Ребята. Ну, по сравнению с кем? Приведи. Давай мы сейчас истории не будем углубляться, но, допустим, вот 300-200 лет назад мы все знаем, что русские делали прекрасно. И про Подожди. Сибирь знаем, и про Кавказ знаем. всё. Покемон, ты кто? Ты мусульманин, что ли? Я?
Не. Мягкий. Он покемон. Чувак, зачем тебе уходить 200-300 лет назад? Сегодня посмотри. Ну да, кстати. Да, что-то я прям далеко ушел. Так это тут, это еще речь не идет за Африку. что Машалла, они в Африке достойные делают. сестры 6 лет уже спят с мужьями. Машалла. Наши арабские сестры. Ну, покемон. Алхамдулилля. Говорит кавказцы, говорит шестой. Алхамдулилля. Братья, Ты если не секрет, тут какие нации вообще сидят? Если так раскинуть. Мы Тут все... интернационал, короче. Да, мы все... Союз социалистических Фармат, Советских я знаю, Республик. это наш Ваша Нокчи. Нокчи, брат. Есть азербайджанец, кумык есть, еще есть чеченец, христианин. Русский есть. Украинцы бывают. Я понял, я вот наполовину армянин, наполовину лезгин. Половину армянин, Я наполовину тоже вот, лезгин. у меня мать грузинка, отец литовец, сам я чеченец. Понял, понял. На картвелу галма отвез. Гаги Марджос. Понял. Сам-то я в Грузии живу, но а так я наполовину армянин, наполовину лезгин. Просто в России не могу сейчас находиться, там тут проблемы Ну, там есть. много в Грузии лезгинов, я знаю. Да, не то чтобы много, смотря где. Они в основном в селах живут, а я же в городе живу. Прекрасная смесь, пишет Алекс. Прекрасная смесь. А когда не прекрасная стаханя? Бро, покемон, этот... ты Вот вылечи этот русский бахи. Вот этот мультик, он мне написал, да? Подожди, Черт пожалуйста, брат. какой-то. Черт какой-то, пусть поднимется, за слова ответит. Покемон, русские же вахи тоже теракт же совершали, бро. Это же не обязательно. Совершаю. Это безусловно. Да ладно. Но они не были Скажите- созданы для такого истребления народов, как кавказцы. Короче, иди гуляй, а, блядь. В смысле, подожди. Че он говорит, то, что типа, якобы кавказцы Какую-то историю не знаю. устраивали теракты? Подождите. Муцика надо поднять. Что-то это какой-то черт. Пусть за слова ответит. Муцик, давай. Заявку кидай, поднимем тебя. Да он не может, Это ему Аллах не разрешает. Прелюбодействовать. Ну, ему только со своей матерью можно. Ему Аллах с другими не разрешает. Бхармат, знаешь, почему я По тебе стол, про Бору ну. говорил? Бхармат. А кто здесь азербайджанец? Мне интересно. Ну, в эфире, которые сидят. Тоже есть какой-то азербайджанец? Блин, я знаю, кто, я бы тебе ответил, но не хочу, пускай сам ответит. Может, он не хочет отвечать, поэтому... Муцик, тебе так легко с бараном каждый день там никяй делать. Ты что-то имеешь против остальных? Муцик, зайди давай, за слова ответь. Он не мужик. Он не может за свои слова ответить. Он чисто как баба базарная, там кричать истеричка может. Ну, можно ему сказать, Салина Алзина Вейрухун. Санананы Варион Хуна Алзина, можно ему сказать. И все, пускай идет по своим делам. Лезгин, вот ты же лезгин, брат. Ты в Азербайджане был? Ну, я наполовину уже азербайджанский лезгин, у меня мама с Азербайджана. А вот у меня вопрос был. Это правда то, что в Азербайджане лезгин вот, притесняют? Да, брат, конкретно. А то азербайджанцев послушаешь некоторых, они говорят, это все брехня. Да, брат, если азербайджанцев послушаешь, то весь Южный Кавказ это их земля вместе с Северной. Дербент тоже ихний, брат. Чечня тоже ихняя когда-то была, Ну говорят. так их же предки захватывали эти земли. Это не их предки, брат. Ихние предки это именно агузы. Турки-агузы, которые пришли с алтайцев, с Алтая. Они сначала пришли, засели в Иран. А потом после Российской революции, вот эти вот Российская империя, не империя, вот эта вся порошня,
В 1926 году их заселили на Кавказ. А так они с Кавказом ничего общего не имеют. Именно персы еще до их прихода начали делать набеги на северный, на южный Кавказ. Ну Еще так они до себя же прихода. приписывают к истории Не, подожди, они же себя к истории персов приписывают. Не Да, так, братан, что ли? они в одно время говорят, что они предки Кавказской Албании, в одно время говорят предки Османов, в одно время говорят предки Да они сами не знают, кто Персидской они. империи. Они сами не знают, кто их. Поэтому я тебе говорю, если их наслушаешься, то весь мир, короче, их. Арбуз тоже они придумали. И как есть арбуз тоже они придумали. У меня вопрос. Вы тут Давайте, говорите, бред, хватит. маршал Думасагиса. У меня вопрос, короче. Вы тут говорите, что ислам придуман для людей нехороший. А вам не кажется, что Я, все короче, религии... понял, брат, твой вопрос. Можно я отвечу? Вы не думаете, что все религии придуманы именно для тупых людей? Нет, Нет, конечно. нет, потому что почти все... Какая Подожди. разница? Если бы Какая христианство разница? было придумано для тупых людей, во Да. всем мире 90% ученых не были бы Разницы нет. христианами. Все мусульмане исповедовали бы христианство. Религия Если бы придумана для христианство управления было бы людьми. придумано для тупых людей, то все мусульмане исповедовали бы христианство. Аджан Палмат, Ладва, какая разница, если религия управляет человеком, какая разница А как выйти с управляет? одной Меня не религии и управляет. прийти в другую религию? Какая Меня не разница? Не совсем просто. Нет, тут совсем просто... доля правды есть в твоих словах, но нужно уметь все-таки различать. Мир, он не белый Если и одну религию ты черный. отрицаешь, если ты официально отрицаешь одну религию, говоришь, что нету никакого Бога, и принимаешь другую религию, ты лицемер получается. Какая разница? Почему лицемер? Ты Нет. вышел с одного, стал Нет. с одного горшка, Еще раз. сел на другой горшок. Палмат, Ладва. Цан горшок, Не совсем. разница. Да я понял, все поняли. То, что ты сейчас говоришь, тут каждый проходящий тупица заходит день 10 раз и это говорит. Я мое мнение знаю, как будто нахрен здесь кому-то интересно, его мнение поднимается и говорит, мое мнение, что религию придумали для управления. О, я такую, короче, вселенную тайну осознал. Нет, если ты здесь эту сказал, тебе здесь будут... Еще раз. Если ты в этой группе это сказал, тебе на этот тезис будут отвечать. Поскольку тут сидят умные люди, а не тупицы какие-то. Если ты что-то говоришь, например, что религия придумана для управления, тут же возникает, как у нас есть база знаний, у нас возникает вопрос. Ага, окей. Мы сразу вспоминаем, ислам, понятное дело, да, ислам сам Мухаммед говорит, когда его дяди приходят, хурайшиты, когда он бегал там, оскорблял их богов, его дядя, его родственники приходят к его дяде и говорят ему, скажи ему остановиться, он оскорбляет наших богов. И когда его дядя Абу-Талиб, не Абу-Талиб, как его, Абу-Талиб его звали, да? Вызывает это Мухаммед. Палмат, Ладва, интересно, Садучтек. Да, Цалауаса, Айбат, Альгюка, пока тапать, пяшет, Цаладош. Насчет, короче, его призывают и спрашивают, что ты говоришь этим людям? Дядя у него спрашивает, когда Мухаммед заходит, что ты хочешь от этих людей? И Мухаммед им отвечает, я хочу от них всего лишь, чтобы они сказали одно слово, после чего арабы подчинятся им, а не арабы будут платить им дань. Вот тут четко и ясно сам Мухаммед говорит, что он эту религию создает для управления людьми, для того, чтобы брать с них дань. Но тут у нас есть и христианство, где сам основатель никого не управлял, никем не управлял, а вообще сам пошел, его самого распяли на кресте. Его последователи ничем не управляли, они власть не ходили и да вообще говорили Богу Божье, кесарю кесарева. Мы вообще не политики, мы чисто за дух, за духовное, за души боремся людей. Тоже ничем не управляли. Тот же самый Рим, где они жили, их сжигал 300, 200, 300 лет, ко львам бросал, распинал, кожи с них заживо сдирали.
тут не сходится, понимаешь? Тут не сходится. Религия создана для управления. Понятное дело. Каждый второй это здесь говорит. Но мир, он не черный-белый. Есть еще краски в этом мире, блин. Зеленый. Мне вот одно интересно, почему, когда кто-то говорит что-то плохое про ислам, доказывает и опровергает ислам, мусульмане сразу вспоминают про христианство. Не про иудаизм, не про зороастрийство, а именно про христианство. Что за больная тема? Всегда к христианам что-то лепится, постоянно на Я них знаю, потому что Почему? христиане их унижают. Потому что не иудеи, не зороастрийцы, а именно христиане их унижают. И потому Самая что вроде бы христиане- большая проблема для мусульман это иудеи. Идите с иудеями, воюйте, что хотите делайте. Нет, они снова лезут под наши ноги, что-то Так хотят там евреи, их доказать, делать. так евреи их двоюродные братья, считай. Ну, по Это, факту, это арабов вроде всех. Этот, ну, евреи, про арабов, да. Но евреи большинство Мне мусульман еще это арабы. интересно. потому что Некоторые евреи кавказские заняли выгодную позицию везде, понимаете? Евреи это кавказские- наши братья. Евреи это все европейцы, поляки, там, украинцы и так далее. Прекращайте это дело. Аузубилля. Шайтан, Иншаллах, Аузу билля. 100%. Воистину, в Израиле запрещено генетический тест делать. Потому что ложь раскроется, что они из Европы приехали, палестинцы их приняли. Ребят, насчет иудеев я хочу высказаться. Я вышел, я не А, хотел... кстати, в это- Турции тоже нельзя делать. Место, код. я не хотел место лишнее занимать, думал, лучше пусть... В России этот, тоже хотят запретить. Подождите, за иудеев хочу сказать, что вы сказали, вот почему якобы мусульмане только христиан трогают в ответ, когда им задаешь вопрос про ислам, они стрелки переводят на христиан, и якобы только на христиан, а там другие религии не трогают. Я хочу это сказать, неправда, что... я это не услышал, извини. Я это не услышал. Они больше ненавидят иудеев и постоянно Да, за иудеями прячутся. Я вот это хотел сказать, что вообще-то даже когда иудеи вообще молчат, там их не слышно, не видно, там в сторонке сидят, даже в апологетике почти что не участвуют, им когда христиане мусульманам приводят хадисы про Айшу, эти твари, пидоры, тему все время меняют. А вот в Мидраше Ревеки было 3 года, а вот в Мидраше Ревеки было 3 года, а вот в Мидраше, Ну, а у так это- иудеев... Так На они всё Мидраш, время- честно, на Там еще христианам на Мидраш. написано, что она напоила 10 верблюдов. Да, не, я просто к тому, что говорить, что они якобы стрелки не переводят на иудеев, это неправда. Они все время на нас стрелки тоже Ну, переводят. они не то, что Ну. говорят на Мидраше. Мухаммед, подожди, хватит говорить. Не то, что они говорят Мидраши, они говорят именно в Ветхом Завете. Вот если они будут говорить Мидраш, то нам плевать, что там в Мидраше написано. Это обычно, я не знаю, безбожная книга. А что касается Ветхого Завета, то мы отвечаем, окей, хорошо, идите, ответим. Она поила верблюда, она сам ходила.